Всем жуткий и завораживающий привет! На связи Вувун. В это воскресенье отмечается Хэллоуин, и мы уже готовы его встречать. Будем сидеть дома, рисовать себе грим и смотреть жутко страшное кино. Но перед тем, как окунуться в атмосферу ужасов и страшилок, мы постарались и сделали новый выпуск. Мы приготовили для вас что-то жутко интересное. Заинтриговало? Тогда смотрите нас до конца. Меня зовут Мария Торопова, и мы начинаем. Сегодня в выпуске встреча «Интернационал по коми. Люди и судьбы» в рамках Дня памяти жертв политических репрессий. Авторское стихотворение «А вы помните» от члена нашей команды. Небольшая милая акция от учебного телевидения СГУ в День приятных неожиданностей. Дистанционное обучение и что об этом думают студенты. Вкусные пугающие блюда на Хэллоуин. Что ж, пальчики оближешь. 30 октября отмечается особая для России дата – День памяти жертв политических репрессий. В рамках этого события по всей стране ежегодно проводятся различные памятные мероприятия. Одним из таких стала встреча «Интернационал по коми. Люди и судьбы». Она прошла 28 октября в 4-м корпусе СГУ имени Петирима Сорокина. Организаторами встречи выступили Национальная библиотека Республики Коми и Фонд покаяния. Мероприятие посвятили памяти ученого-историка Михаила Рогачева. На примере 3 реальных историй спикеры попытались показать тоталитарное прошлое страны. Также на встрече работники Национальной библиотеки представили выставку книг, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий. Тема будет интересна, я так полагаю, всем людям, но, конечно же, большей частью это историки, это студенты-историки, которые начинают свое изучение, начинают учебу, и они должны знать самые основные вехи нашей истории, истории нашего края, истории нашей республики, которая близка. По словам организаторов, подобные встречи очень актуальны и важны для молодежи. К тому же они могут помочь студентам в написании будущих научных и исследовательских работ. Также одна из студенток Института гуманитарных наук и по совместительству член нашей команды Яна Белоусова с помощью творчества решила почтить память репрессированных. Яна прочитала авторское стихотворение под названием «А вы помните» у мемориала памяти жертв политических репрессий. Представляем его вашему вниманию. Как много погибших, живые все были в стенаниях, кочуя босыми из лагеря в лагерь храня надежду, что мир наконец-то настанет, не сломит свой дух-то родная, как мать-земля. Ведь верили звери в людей, как воочию, взглянув на тот старенький снимок за пазухой близкой души. Ведь знали, что несправедливость вскоре закончится, что смогут все звери свободно дышать и жить. Теперь же мы можем все только подивиться их храбрости, верности слову и разуму. Мы можем лишь взять и всею страною кинуться к сердцам их, давно нас покинувшим и угаснувшим. Сколько же крови пролито, да и душ истерзано, сколько же жизней прожито в той суете. Они нам все дороги, они нами поняты. В страны нашей памяти вечно, а вы помните? Я думаю, многие из нас любят дарить и получать спонтанные сюрпризы. А ведь для этого существует классный повод – День приятных неожиданностей. Отмечался он, кстати, на этой неделе, 26 октября. Надеюсь, вы успели порадовать своих близких. Мы вот успели. В этот день наши корреспонденты повторили популярный интернет-тренд с конфетой в кулаке. Под акцию попали не только студенты, но и преподаватели. А впрочем, смотрите все сами. Так, можно? И вот. Это вам. Ну ладно. Спасибо. Пожалуйста. А там будет приятное. Точно? Да. Ну, стукните. Это вам. Ой, спасибо. Пожалуйста. Ударьте кулачок.
Ой, спасибо большое. С 1 по 13 ноября СГУ имени Петерима Сорокина переходит на дистанционное обучение. Но вы, думаю, уже и так все в курсе этой новости. С начала пандемии таких переходов было немало. Одних они радовали, других огорчали. Грядущий дистант также вызвал разную реакцию. Поэтому мы провели опрос и узнали, как студенты относятся к будущей удаленке и какие плюсы и минусы они видят в таком обучении. Как ты относишься к дистанционному образованию? Я отношусь отрицательно. 50 на 50, и нравится, и нет. Если честно, очень негативно. В принципе, положительно. Довольно плохо. Очень-очень негативно. Хорошо. Мне на самом деле очень комфортно работать как в дистанте, так и очно. К дистанционному образованию отношусь отрицательно. В принципе, отношусь нормально. Я отношусь положительно к дистанционному образованию. Назовите плюсы и минусы дистанционного образования. Хорошо, какие плюсы существуют? Это достаточно гибкий график, то есть я могу условно встать в удобное время. Я высыпался, по крайней мере, когда задавали домашние задания. В свободное время просто их выполнял и отправлял. Появляется много свободного времени, можно заниматься своими делами. Я могу съездить домой, потому что я живу в общежитии. Больше свободного времени. Можно заниматься дома, никто не отвлекает. Ну, мне нравится тем, что я сама могу обучаться. Не надо тратить время и деньги на дорогу до универа. Рада, что я буду отдыхать, и при академической точке зрения не очень рад. Из минусов можно отметить, что не всем удобно, не такие совершенные технологии. Я живу в селе, у нас интернет не такой хороший, поэтому порой занятия в Zoom приносят достаточно много проблем. Немного самому разбираться надо, может что-то непонятно, тут ты можешь подойти к учителю спросить, а дома уже нельзя. Очно учиться, конечно же, лучше, когда ты с одногруппниками, с преподавателями напрямую контактируешь. С очной формой обучения вам задают больше домашки или все так же? Да, больше всего конспектов в основном. Когда дистант, тебе нужно очень много делать письменно домашнего задания. Уровень домашних заданий, он увеличивается, несомненно. Нам просто выставляют огромный список теоретических вопросов, которые мы должны сами обмозговать. Раза в 2 больше. Рад ты сейчас или нет, что снова будет дистант? Нет, я бы лучше обучался в учебном заведении, нежели дома. Мне это очень нравится. Если это будет двухнедельная дистанционка, то я рада. Скорее всего, не нравится, потому что будет сложновато на первом курсе изучать все самому. Я уже более-менее так настроилась на дистант, так что да. Нет. Не особо. Крайне сильно огорчен. Я очень рада, что я поеду домой, потому что у меня есть собачка, и очень по ней соскучилась. Вот, так что да. Как вы все уже поняли, наша команда очень любит покушать. А если есть еще и повод, особенно праздник, это вдвойне здорово. В преддверии Хэллоуина мы решили приготовить что-то пугающее и вкусное одновременно. Хватайте ручки, блокнот, записывайте рецепт и готовьте вместе с нами. Всем привет! Не знаете, что приготовить и чем удивить гостей на Хэллоуин? Не переживайте, сегодня я расскажу вам парочку легких, но интересных рецептов. Приступим. Первое наше блюдо – это откусанные пальцы. Ух, как жутко звучит! Однако все готовится очень быстро и просто. Для этого нам понадобятся тонкие сосиски, зубчики чеснока и кетчуп. Сперва мы обжариваем сосиски на растительном масле. Если в процессе они немного ужарятся и на них появятся морщины, то получится только страшнее. Далее на одном конце каждой сосиски при помощи ножа или кухонных ножниц вырезаем небольшое углубление, куда вставляем чеснок. Можно сделать несколько полукруглых надрезов, похожих на следы укусов. В эти надрезы мы потом зальем немного кетчупа. В конце пальцы выкладываем на тарелку, а затем с вдохновением истинных художников поливаем их кетчупом. Имитируем потеки крови от отрубленных пальцев. Ваши откусанные пальчики готовы. Следующее наше блюдо, а точнее десерт, это бананы-привидения. Для него нам необходимы белый и черный шоколад, бананы, кокосовая стружка и палочки для мороженого. Для начала бананы сполосните, вытрите и очистите от кожуры. Разрежьте их на 2 части поперек и вставьте палочки со стороны разреза. Белый шоколад поломайте в миску и растопите до однородной массы на водяной бане или в микроволновке. Нанесите шоколад на бананы со всех сторон. Немного подождите, чтобы шоколад успел схватиться, а затем обваляйте бананы в кокосовой стружке и оставьте их на тарелке. Далее надо растопить темный шоколад, нарисовать рожицы на бананах и убрать все в холодильник на пару часов. И завершаем мы нашу небольшую подборку напитком зелье ведьмы. Для него нам понадобится зеленый чай,
сироп или джем красного цвета. Первым делом необходимо заварить сладкий чай и оставить его охлаждаться. Пока он остывает, обмазываем края бокалов джемом или сиропом, создаем эффект кровоподтеков, после чего разливаем чай и подаем. Вот такое легкое и небольшое хэллоуинское меню у нас получилось. Приятного и страшненького аппетита! Ну вот и все новости мы вам рассказали. Впереди нас ждет двухнедельное дистанционное обучение, поэтому выпуска Вувна временно не будет. От этого нам, конечно, грустно. Но вы не расстраивайтесь, мы продолжим делать интересный контент и радовать вас. Желаем вам круто провести Хэллоуин. Делайте фотографии в своих образах и отмечайте нас в Инстаграм, а мы будем репостить к себе. Пока-пока!